День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Коротко о темах. Подписан меморандум о строительстве газопровода в Китай «Сила Сибири-2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз-Восток». Расскажем об итогах переговоров. Восточный экономический форум подошел к концу. Осветим эпизоды главного экономического события макрорегиона. В День знаний в Якутске открылась самая большая школа в республике имени первого президента Якутии Михаила Николаева. Расскажем о школе. По итогам переговоров лидеров 3 стран в Пекине подписан меморандум о строительстве газопровода в Китай «Сила Сибири-2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз-Восток». Как ожидается, поставки по новой договоренности будут осуществляться в течение 30 лет. Отмечу, что сейчас магистральный газопровод «Сила Сибири» транспортирует газ с Кавыктинского месторождения в Иркутской области и Чаяндинского в Якутии российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Его протяженность составляет свыше 3000 километров, экспортная производительность 38 миллиардов кубов в год. Ну а с вводом проекта поставки увеличатся до 44 миллиардов кубометров в год. Всего же в ходе встреч Владимира Путина и Си Цзиньпина было подписано 22 документа о кооперации 2 держав. Одним из них стал документ о сотрудничестве в создании Российско-Китайского института фундаментальных исследований. Также большое внимание было уделено развитию российско-китайских сельскохозяйственных зон на территории Дальнего Востока. С 15 сентября Китай вводит пробную безвизовую политику для россиян. Данные меры направлены на укрепление дружественных отношений 2 держав. Изменения продлятся до 14 сентября следующего года. Граждане России смогут пребывать на территории Китайской Народной Республики без виз на протяжении 30 суток при предъявлении обычного паспорта. Целью таких поездок могут быть туризм, бизнес, встречи и посещение родственников. Раньше российские путешественники были обязаны оформлять визу для поездки в Китай. Исключением мог быть транзит через страну. Промышленные предприятия малого и среднего бизнеса Дальнего Востока показали рост доходов в 1,5 раза. Общая же численность организаций составила 24 тысячи. Наибольшее количество предприятий фиксируется в Приморском крае, составляя 23% от общего числа компаний. В Хабаровском крае и Республике Саха по 15%. Далее следует Республика Бурятия с 11% и Амурская область 10%. Меры поддержки, которыми воспользовались 44% малых и средних предприятий, сыграли значительную роль в росте организаций. По данным аналитиков, суммарный доход малого и среднего бизнеса вырос с 600 миллиардов рублей в 2022 году до 900 миллиардов рублей в 2024. На Восточном экономическом форуме госкорпорация «Росатом» и Федеральное агентство морского и речного транспорта подписали договор о сотрудничестве. Компании будут принимать участие в развитии системного использования Северного морского пути и внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока. Цель соглашения – увеличение объема перевозимых товаров и привлечение новых грузоперевозчиков. Большое внимание также будет уделено модернизации перегрузочных комплексов речных портов, которые находятся во внутренних водных путях региона. Восточный экономический форум подошел к концу. На протяжении целой недели мы освещали эпизоды главного экономического события макрорегиона. Обо всем по порядку. Надежда Саханская. Вас приветствует Русский остров. Здесь завершилась деловая программа Восточного экономического форума, а это пленарные заседания, подписание соглашений и всевозможные открытые площадки для обсуждения. О том, как работала наша республика на юбилейном ВЭФ, расскажем в этом материале.
Развитие Дальнего Востока, как всегда, это одна из ключевых тем повестки форума. С мероприятием принято увязывать анонс больших инвестпроектов и открытие важных инфраструктурных объектов. Так, в ходе ВЭФ этого года президент Владимир Путин поучаствовал в запуске Тихоокеанской железной дороги длиной в 531 километр. Она соединит Якутию и Хабаровский край и выйдет на берег Охотского моря. Давайте будем запускать объекты. Вперед! Поздравляю вас! Успехов! Wildberries построит на востоке страны сразу несколько логистических центров. РВБ объявила, что в Якутии комплекс займет площадь в 30 тысяч квадратных метров. Это позволит создать 900 рабочих мест и обойдется компании в почти 2 миллиарда рублей. В целом у нас там 271 предприниматель. Для региона это не очень много, если так вот сравнивать, да. Но при этом те люди, которые подались на участие в платформе роста, там получается 50%, наверное, это одежда, причем действительно такого достойного уровня дизайнерского, а половина это ювелирные изделия, авторские. И мы видим, конечно, в том числе для нас огромный интерес и возможности для развития. И главное, цели, которые поставила перед собой Якутия в рамках юбилейного ВЭФ, достигнуты в полном объеме. В целом, еще раз подчеркну, что 10-й экономический форум, он прошел успешно. И недаром и президент в своих выступлениях отмечал наши успехи и как лидеров по привлечению инвестиций, как лидеров по объему валового регионального продукта, ну и как лидеров по увеличению количества жителей, по демографии, что, на мой взгляд, это как раз наиболее важный результат нашей деятельности. Уже на протяжении 10 лет ВЭФ, как международная ключевая площадка, создает и укрепляет связи не только между регионами, но и по всему миру. А это значит, что главная тема юбилейного форума «Дальний Восток. Сотрудничество во имя мира и процветания» получила реальное и плодотворное воплощение. Надежда Саханская, Илья Сыромятников, Владивосток. На экономическом форуме на улице Дальнего Востока павильон Якутии превратился в настоящую спортивную арену. Здесь прошел международный турнир за Кубок железных дорог Якутии по масс-рестлингу. Соревнования также приурочили к 80-летию Великой Победы. Подробности у Лианы Осиповой. Генеральным партнером турнира выступила акционерная компания «Железные дороги Якутии». На помост вышли 16 атлетов из 14 стран. И каждый готов был доказать, что именно он достоин железного трофея. Участники объединились в 4 команды, символизирующие станции Амуро-Якутской магистрали – Нерюнгри, Алдан, Томмот и Нижний Бестях. Традиционное мероприятие. Железные дороги Якутии давно, уже практически с самого начала создания Федерации масс-рестлинга, является одним из, основным участником, основным спонсором многих мероприятий, особенно международных. С 2017 года Федерация масс-рестлинга выводит этот национальный вид спорта на международную арену форума. Важно отметить, что с завтрашнего дня спортсмены будут вести концертную программу по теме Великой Отечественной войны, исполнят песни военных лет и примут участие в вальсе Победы. У нас завтра стартует международный турнир, будут те же участники принимать участие Хапахаблык и Хамыска. Мы поддерживаем нашу физическую культуру народа Саха, поэтому продолжаем знакомить иностранцев с нашими видами. Раньше мы показывали якутское многоборье, но в этом году решили, чтобы они узнали что-то новенькое. Масс-рестлингом спортсмен из Нигерии занимается уже около 4 лет. По его словам, подготовка к кубку шла долго, ведь здесь важна не только физика, но и стратегия, умение читать соперника и просчитывать каждое движение. Я 22 года слушал про масс-рестлинг, я видел и начал заниматься, и мне так понравилось, потому что игра интересна, там надо подумать, не просто двигатели. По итогам борьбы победила команда «Нижний Бестях». За это они получили не только спортивную славу, но и ценные награды – якутские ювелирные изделия. Лиана Осипова, Владивосток.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России планирует ввести 100 миллионов квадратных метров жилья в текущем году. По данным, представленным в рамках Восточного экономического форума, на данный момент наблюдается снижение запуска новых проектов на 23%. Из этой статистики эксперты сделали вывод, что в 2027 и 2028 годах может наблюдаться отрицательная динамика в постройке жилья. Однако работа по предоставлению гражданам жилых квадратных метров будет продолжаться. Из-за нехватки предложений может последовать увеличение цены на жилплощадь. Правительство России выделило 100 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотек. 53 миллиарда из общей суммы будет направлено на финансирование семейной ипотеки. Это позволит банкам сохранить в ипотечной программе ставку 6% для семей с маленькими детьми. 37 миллиардов рублей будет задействовано в субсидировании процентной ставки по кредитам, оформленным в рамках программы льготной ипотеки, которая завершилась в прошлом году. Также более 9 миллиардов будет направлено на поддержание льготной 2% ставки для дальневосточной арктической ипотеки. Дополнительные средства будут выделены из резервного фонда Кабинета министров. В преддверии нового отопительного периода Министерством ЖКХ и Фондом капремонта была проведена проверка обновления систем водоснабжения и отведения, а также теплоснабжения жилых домов в столице. Подробнее об их готовности в следующем сюжете. Ремонт домов и их подготовка к грядущему отопительному сезону начались сразу же с наступлением лета. Демонтаж, работа по квартирным стоякам и магистральным трубопроводным сетям, а после испытания обновленной системы. Не обошлось без проблем, которые были связаны с конструктивными особенностями некоторых домов. Дома особой планировки, в которых коммуникации расположены в полу, обязаны предоставить доступ к этим коммуникациям. У некоторых сделан ремонт, у некоторых там, возможно, стоит мебель, некоторые физически ограничены, как, имеют инвалидность, как сегодня вот было на объекте Ярославского, корпус 1. Это и объективная, и субъективная причина, и своевременно зайти, чтобы сделать большой дом, не получается. Тем не менее, общая готовность домов, вошедших в план капремонта, составляет более 95%. На данный момент, как подтверждают подрядчики, остались только косметические работы, опрессовка труб и установка приборов учета. Отопительный период в целом по республике у нас начался еще 10 дней назад в арктических северных районах. На текущий момент, по состоянию на 3 сентября, в 14 муниципальных образований в северных арктических районах отопительный период у нас начался. По городу Якутску, как я уже сказал, 8 сентября начало отопительного периода. Ну и в течение 10 дней по всей республике уже будет начат отопительный сезон 25-26 годов. Напомним, что по капитальному ремонту систем водо-теплоснабжения и водоотведения было проведено обновление в 40 жилых домах по республике, из которых 19 в городе Якутске. С окончанием всех работ жители будут готовы встретить холода в теплых домах. Тимур Калмогоров, Айлита Махно, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем освещать самые заметные события уходящей недели. В День знаний в столице республики состоялось одно из важнейших событий для региона – открытие самой большой школы в Якутии на 990 мест имени первого президента республики Михаила Николаева. Глава республики Айсен Николаев поздравил всех учеников и учителей школы с новым учебным годом. Трехэтажное здание, построенное в рамках национального проекта «Молодежь и дети», имеет общую площадь в более чем 17 тысяч квадратных метров. В просторных светлых классах установлена современная мебель и оборудование. Школа включает в себя спортивные залы, библиотеку, мастерские, медблок и столовую на 540 мест. Вместе с тем в здании будет действовать Центр военно-патриотического воспитания «Воин».
здесь такой особым отличительным моментом является то, что целое крыло школы отдано для военно-патриотического воспитания. Здесь будут на основе соглашения с Центром войн, который у нас в Якутске успешно работает, как раз детям даваться то необходимое знание, которое сегодня, конечно же, очень востребовано в нашей жизни. И уверен, что во всех наших школах, не только в этих новых, но и во всех школах нашей республики, конечно же, особое внимание будет всегда уделяться вопросам патриотического воспитания наших детей. Также волнительный и незабываемый день прошел и у школьников, учителей и родителей Саха-политехнического лицея. В торжественной обстановке и в присутствии главы республики разрезали алую ленту дополнительного корпуса школы. Площадь трехэтажного объекта составляет 5000 квадратных метров, построен в рамках нацпроекта образования. В здании расположились 30 просторных и светлых кабинетов, планетарий и специальный кластер для профориентации. Корпус полностью оснащен современным оборудованием, благодаря чему будут реализованы различные проекты с техническими направлениями. А также сфера доп. Образования поднимется на новый уровень. Сейчас находимся в планетарии нового корпуса СПЛ, и мы здесь планируем более углубленно заниматься астрономией. В этом планетарии стоит несколько больших телескопов, через которые мы можем изучать разные созвездия, ну и звезды, естественно. Я каждый год принимал участие на Олимпиадах от Сириус и смог стать призером республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников астрономии имени Струве. Акция «Здравствуй, новый школьный год» проходит в городской библиотеке города Нерюнгри. Юные нерюнгринцы, ученики начальных классов с большим удовольствием познают мир книг и творчества. Подробности в материале наших коллег. Узнать, как организована работа библиотеки, принять участие в творческих мероприятиях и мастер-классах и с пользой провести время. Такая возможность появилась у юных нерюнгринцев благодаря городской библиотеке. Там для учеников начальных классов организован ряд мероприятий, посвященных началу нового учебного года. Библиотекари провели экскурсию. Ребята познакомились с книжными ресурсами, с книжными выставками, с книжными новинками. Также в рамках мероприятия ребята узнали, как идут в школу другие школьники других стран и со скольки лет начинают обучение. Также прошло мероприятие «Загадки школьного портфеля». Ребята участвовали в викторинах, отгадывали загадки, участвовали в мастер-классе. Во время мероприятия ребята учились находить общий язык друг с другом и учителями. В игровой форме получили полезные знания, закрепили базовые основы поведения и развивали умение работать в команде. Вы знаете, у них потом очень много впечатлений. Они приходят и рассказывают, да, что они видели, как нужно правильно ставить эту учебник на полке, когда они приходят в библиотеку. То есть вот эти маленькие нюансы, они их учат правильно обращаться с вещами, даже самыми маленькими. Ребята с большим удовольствием узнали много нового и интересного, активно принимали участие в конкурсах и выполняли различные задания. Мне очень-очень тут понравилось. Что понравилось больше всего? Мультик. И как собирали рюкзак, и мы как собирали чебурашку. Мне понравился кинозал, и библиотека сама понравилась очень сильно. Еще, то что это чебурашку мы собирали, мне еще понравилось. Посещение библиотеки с такой насыщенной программой стало незабываемым и ярким событием для всех участников и дало положительный настрой на дальнейшую учебу. Иван Лазаренко, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В Ленске в летнем лагере «Алмаз» прошел лекторий для молодых и перспективных специалистов из различных отраслей. На площадке состоялся первый районный кадровый конкурс «Время возможностей». За звание финалиста поборолись более 50 участников. Обучение провели приглашенные из Новосибирска спикеры. В программе тимбилдинг, 3 блока обучения, очное тестирование, установочная лекция и сам конкурс. Тройку лидеров определили по итогам всех испытаний. Они получили не только ценные призы, но и вошли в кадровый резерв Ленского района.
В Мирном состоялся памятный митинг, посвященный 80-й годовщине победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. К вечному огню пришли школьники и студенты, участники общественных движений, ветераны СВО, представители муниципалитетов, организаций и промышленных предприятий. Более подробно смотрите далее. На площади Победы прошла городская акция «Свеча памяти». Жители собрались, чтобы в тишине и спокойствии почтить память героев, павших в годы Второй мировой войны. Огоньки, зажженные в руках, слились в один большой символ общей памяти и благодарности. Акция «Свеча памяти» не просто ритуал. Это мост, соединяющий поколения, и клятва помнить тех, кто ценой своей жизни подарил мирное небо 3 сентября 1945 года. Здесь каждый, кто пришел, хранит в сердце историю своей семьи и своей страны. Я вот как раз в это время родилась в 1945 году. Вот, и благодаря подвигу наших защитников, вот это прожила такую вот длинную жизнь, вот этот период большой. Вот я всегда, этот праздник для меня очень главный, такой самый главный. В этот день также были возложены цветы к могилам 3 ветеранов, которые долгое время находились в заброшенном состоянии. Эти герои, отдавшие свои жизни за свободу и независимость, заслуживают уважения и памяти. На днях могилы были приведены в порядок, и это стало важным шагом восстановления исторической справедливости. Они были в плачевном состоянии, заброшенные со дня, наверное, со дня захоронения никто за ними уход не содержал могилы. И пришлось, так как они были в плачевном состоянии, обратиться с письмом к главе города о выделении средств на их благоустройство. Родственников нету. У кого родственники, те еще ухаживают за могилами, за захоронением своих ветеранов, участников войны. А остальные, кто уезжает, становятся заброшенными. Работа по благоустройству могил будет продолжена при поддержке местных властей. Важно, чтобы память о солдатах-победителях жила в сердцах будущих поколений. Алмазная провинция была создана руками тех, кто сражался за свободу, поэтому это не только дань уважения, это ответственность перед теми, кто отдал все ради мира и благополучия. Анна Васильева, Мирный. В Якутске на сквере солдат Туймады почтили память и отдали дань уважения землякам-воинам. К мемориалу возложили цветы глава Якутии, руководители ведомств, ветераны, молодежь и общественность. Самая кровопролитная война за всю историю человечества охватила почти 80% населения земного шара того времени. Из Якутии на защиту Родины стали более 62 тысяч человек, 3600 солдат и офицеров. Она для нас Советские солдаты преодолели огромные рубежи, которые японские милитаристы сооружали в Манчжурии, освободили Китай, Северную Корею, Сахалин, Курильские острова и тем самым поставили точку в кровопролитной войне во Второй мировой войне. Финалисты команды из Якутии всероссийских военно-тактических соревнований «Путь воина» прибыли на родину. Напомним, отборочный этап проходил в Волгоградской области. Участниками соревнований стали 250 курсантов. Команда Якутии «Ботур» показала лучшее время среди всех участников и вошла в 4 лучших вместе с командами из Хабаровского края, Волгоградской и Тюменской областей. Ну а финал турнира пройдет в Якутске с 15 по 21 сентября, где команды будут состязаться в 9 этапах, проверяющих теоретические и практические знания курсантов. Соревнования прошли отлично, мы выиграли. Нам было, из-за тренировок, то, что мы готовились, нам было легко. Мы будем готовиться к финалу упорно, и до 15 числа это все будет. С целью выиграть финал. В Алдане продолжается досрочное голосование на муниципальных выборах. Участковые комиссии ждут тех избирателей, которые 14 сентября в единый день голосования не смогут находиться на территории поселения. Подробнее Руслан Павлов. Участковые избирательные комиссии города Алдана начали свою работу. В местах голосования пока тихо, однако каждый, кто в день выборов будет находиться вне поселения, может уже сейчас проголосовать досрочно.
С 3 числа участковые избирательные комиссии приступили к своей работе. На участковых избирательных комиссиях началось досрочное голосование в помещении УИК для тех избирателей, которые в день голосования 14 сентября по уважительной причине не смогут прийти на свои избирательные участки. На участках присутствуют наблюдатели от зарегистрированных кандидатов, которые следят за ходом голосования. Предвыборная гонка набрала обороты. За неделю до Дня тишины кандидаты активно агитируют население на встречах с электоратом и в средствах массовой информации. Напомню, что в Алдане 14 сентября будут выбирать главу и депутатов городского поселения. Подобные выборы пройдут и в других муниципальных образованиях района. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Вот уже 100 лет противотуберкулезная служба Якутии работает во благо якутян. За это время региональные фтизиатрические учреждения проделали большую работу, направленную на снижение уровня заболеваемости. Она снизилась в 50 раз, а смертность в 75. Такие данные привели во время Всероссийской научно-практической конференции с международными участниками. Своим опытом поделились как приглашенные, так и местные врачи-фтизиатры. Основной упор во время собрания был сделан на обсуждение применения передовых технологий в борьбе с туберкулезом. Та методика, которая была заложена в основе этих исследований, она все равно до сих пор является родоначальником всех этих исследований. Конечно, сейчас используются и высокотехнологичные методы диагностики. Сейчас лабораторная служба очень окрепла, диагностическая служба очень хорошо работает. Самое главное, нам вовремя выявить больного туберкулезом. К этому часу у меня все. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.